очень рада нашему сотрудничеству. Как известно, только в сотрудничестве рождается творчество, да? Поэтому прежде чем начать наш урок, я бы очень хотела, чтобы вы друг другу улыбнулись, а я, чтобы улыбнулась вам, и начать наш урок. Вы знаете, да, что у нас сегодня необычный урок, да, ребята? Каковы цели? Давайте вначале мы поставим для себя цели, да, определенные. Каковы цели нашего урока? Цель нашего урока – это закончить изучение самостоятельных частей речи, да? Поэтому мы сегодня завершаем это изучение изучением наречия, ребята. Поэтому для начала я бы хотела, чтобы вы посмотрели, значит, на слайд, где даны слова Максима Горького. Кто мне прочитает? Прочитай, пожалуйста. Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной, выразительной, писал. Образный, выразительный, писал Максим Горький. Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной и выразительной. Как вы понимаете слова писателя? Как вы понимаете? Что значит, что наречие делает нашу речь выразительной, образной? Она может быть Она делает Точно, образно. красиво И точно делает, да? То есть наречие помогает нам выражать нашу мысль. Попробуйте найти вот в этом, значит, эпиграфе урока, да, наречие, ребята. Образно. Как она делает? Образно и выразительно. Ребята, кто найдет? Необыкновенно. Как делает наречие, да? Необыкновенно. Хорошо. Итак, мы все с вами теперь переходим к следующему этапу. То есть мы с вами превращаемся на эти 45 минут в исследователей, да, ребята? Мы сегодня с вами будем изучать наречие, то есть окунемся в мир наречия. А для этого давайте мы для себя уясним, что такое гипотеза. Вы же сегодня исследователи, Да. поэтому знаем, что гипотеза это... Камила, прочитай, пожалуйста. Гипотеза – это научное предположение. Предположение. Выдвигаемое для объяснения каких-нибудь явлений. Вот чем вам и нужно будет заняться. То есть каждая из ваших групп, что она сделала? Выдвинула какую-то гипотезу. Хорошо. Так, теперь открывайте свои тетради, записали число сегодняшнее, это 12 апреля, аудиторная работа и тема наречия, ребята. Наречие запишите, пожалуйста. Значит, я каждой группе даю вот такие оценочные листы. Каждая группа, у вас руководитель Камила, да? Камила в конце урока поставит каждому свою оценку, да? Так, вторая группа у вас Бахтияр, руководитель, и третья группа у нас Светлана. Записали, ребята? И, пожалуйста, запишите, пожалуйста, наречие, самостоятельная часть речи, затем разряды наречия и способы образования наречия. Запишите, пожалуйста. Записали? Итак, слово предоставляется первой группе. Они нам выдвигают гипотезу, что наречие – это самостоятельная часть речи. Пожалуйста, ребята.
означает часть речи. Исследователи наречий, выражаясь к разным источникам литературы, узнали слово наречие очень старое, имеет свои исторические похождения. Оно встречает в древнем русском языке. Если послушать, то услышим слово речь, а речь раньше назывался глаголом. Причем здесь глагол? Спросите вы, связь между глаголом и наречием проявляется в том, что наречие поясняет глагол. Отсюда нам становится понятно, почему древние греки назвали эту часть при глаголе. Если существительное неразлучно с прилагательным, то тогда наречие помогает глаголу. То есть уточняет его, придает ему четкость и поясняет. Известно, что наречия на ОЕ стали формироваться в середине XIX века. Процесс их формирования не прекращается по сей день. Одни устаревают, в других происходят изменения. О наречии даже писал Ломоносов в своей работе «Российская грамматика». И очень много наречий писал в своих произведениях Лермонтов. Послушайте о проделках этой части речи. Она легко образуется из других слов, и это не случайно. Ведь наречие появилось в русском языке больше других частей речи. Имена существительные, имена прилагательные, глагол уже растащили все слова под своим владением. И пришлось наречием приманивать к себе чужие слова. Проще оказалось наречие превратить в прилагательное. Хороший, хорошо, легкий, легко. Если мы вдумаемся в слово хорошо, легко, быстро, чисто, умело, то прежде всего заметим, что в них, как в глаголе прилагательном, изображены не предметы, а признаки. А потом наречие добралось и до существительных. Тут работы оказалось побольше. Вверх, сверху, наверх, вверх. Примыкая к существительному, они начали обозначать признак предмета, например, котлета по-киевски. Потом добралось до речи и до числительных. Из числительных слова «двое» получилось «надвое», «вдвоем». Правда и наречие, а другие части речи не очень. Уж чересчур они похожи на имена числительные, имена прилагательные и существительные. И еще наречие любит писаться по-своему, через черточку. И нам нужно быть всегда настороже, чтобы не ошибиться. Наречие отвечает на вопросы как, когда, где, откуда, зачем, почему, в какой степени. Наречие не изменяется в числе и в падеже. Наречие чаще всего является обстоятельством, речи определяемым. Из всего сказанного я бы хотела подытожить. Наречие – это самостоятельная часть речи и отвечающая на вопрос как, когда, зачем, куда и так другие. Наречие обозначает признак действия, признак другого признака или признак предмета. Хорошо. Я хотела сказать, так как наречие очень богатое и таинственно, мы изобразили его в форме сундука, наполненного драгоценностями и золотом. Итак, значит, Камила, при работе с наречиями, значит, мы должны обязательно обратить на что? На то, что это очень старое слово. Оно имеет свою историю, да, Богатое богатую рождение. В нем есть слово «речь». Да, наречие. Ребята, мы слышим слово «речь», да? Еще она любит очень писать по-своему. Нам нужно постоянно быть настороже. То есть еще мы нам сказали, что есть оно постоянно рядом с глаголом, да? Вот вы обратили внимание, при глаголе. Чтобы найти наречие, мы сразу находим глагол, а рядом и Наречие. всегда есть наречие, да? И определенные задаем вопросы и находим. Вопросы есть, ребята? Нету вопросов? Понятно все, да? Все, спасибо. Присаживайтесь. Вторая группа, пожалуйста. Вторая группа у нас. Так, у нас. Мы, юные исследователи, мы хотим доказать гипотезу о значениях наречия. Итак, наречие разделяется на два разряда.
разряда определительные и обстоятельственные. Определительное наречие характеризует само действие, сам признак, его качество, количество, способ совершения очень красиво, весело и подразумевается на следующие разряды. Качественные и качественные или образы действия отвечают на вопросы как, каким образом, например, как быстро, каким образом в бою. Количественные или дисциплины отвечают на вопросы как в мере, насколько, как в мере, очень, насколько втрое. Обстоятельства наречия называется внешнее по отношению действия обстоятельства и подразделяется на следующие разряды. Место, времени, причины, цели. Место отвечает на вопросы где, куда, откуда. Например, справа, там, наверху. Времени отвечает на вопросы когда, как долго. Например, вчера, тогда и так далее. Причина отвечает на вопросы почему. Например, сгоряча, почему, потому. И цели отвечают на вопросы зачем, для чего. Например, на зло, зачем, затем. Мы решили изобразить свою гипотезу на слайде. Ребята, вопросы? Нет вопросов? То есть при нахождении, при определении, да, видов мы обращаем на вопросы. Да? Если обстоятельственные, то отвечает на вопросы Каким? обстоятельственные. Где, куда, откуда. А если определительные, каким образом. То есть в самом слове есть определение, и в этом слове обстоятельства. Да? Спасибо. Так. Следующая, пожалуйста, у нас группа. Следующая группа, пожалуйста. Следующая группа у нас третья группа, да? Слушаем вас. Внимательно. Наша группа исследовала 3 способа образования наречий. И раскрыв секреты, мы узнали, что есть приставочный, суффиксальный, приставочный, суффиксальный способ образования наречий. А в приставочном способе нам расскажет Волна. Приставочно образуется от наречия. Например, мы берем слово «долго» и его добавляем приставку «не», у нас получается «не долго». И у нас как? И добавляем приставку «пой», и у нас получается «пой как». А о суффиксальном способе нам расскажет Суффиксально образуется от прилагательных. Например, возьмем прилагательные «хорошие» и добавим к ней «о». Суффикс «о», и у нас получилось слово «хороший». И также они могут образоваться существительных. Например, возьмем существительное «зима» и добавим к ней суффикс «о», и у нас получилось слово «зимой». И также они могут образоваться от числительных. Например, возьмем числительное 3 и добавим к ней суффикс «ы», у нас получилось слово «три». И также они могут образоваться от наречий. Например, возьмем слово «хорошо» и добавим к ней суффикс «н», и у нас получилось слово «хороший». О приставочно-суффиксальном вам расскажу я. Например, приставочно-суффиксальный способ образуется от прилагательных. Например, берем слово «новый», добавляем приставку «по» и суффикс «ому», выходит слово «по-новому». Также они образуются от существительных. Например, слово берем «вверх», добавляем приставку «в» и суффикс «у», выходит слово «вверх». Они образуются от числительных. Берем слово «двое» и добавляем приставку «в» и суффикс «дем», выходит слово «вдвоем». Они образуются от глаголов. Например, берем слово «догонять», добавляем приставку «в» и суффикс «у», выходит слово «вдогонку». В ходе работы мы узнали много наречий, которые близки и противоположны по смыслу. Это интересно, и мы собрали наречия синонимы и наречия антонимы. Наречия синонимы нам расскажет Сержан. Наречия синонимы. Гостеприимно, радушно, громко, оглушительно, важно, двукратно, деликатно, отлично. Наречия антонимов нам расскажет Ерофан. Наречие антонима – это близко, далеко, весело, грустно, вперед, назад, поздно, рано. Итак,
в ходе работы мы узнали, что есть приставочный, суффиксальный и приставочно-суффиксальный способ образования наречий, и мы изобразили его в форме дерева. Правильно ли сделали, что они в форме дерева? Почему, ребята, как вы думаете? Потому что много способов, да? И эти способы, они как бы похожи на ветки, да, дерева, и они образовывают все больше и больше слов. И мы делаем какой вывод? Что наречие – это очень богатая часть речи. Вы согласны, да, со мной? Вопросы есть к мне? Нет вопросов. Спасибо, ребят. Так, итак, наши исследователи выступили. Нам все стало понятно. Мы многое узнали о наречии, да, ребята? Теперь я бы хотела, чтобы каждая группа ответила мне на несколько вопросов. Значит, первая группа у нас отвечает указывает способы образования. Можно третья группа, да? Вы указываете способы. Вторая группа, вы образовываете части речи, да, вот то, что у нас занималась первая группа вопросы. И третье, вы определяете, определительное это или обстоятельственное, да? Но мы все вместе работаем и определяем, да, записываете. Достаточно времени было, да? Так, укажите способы образования. Значит, способы образования у вас были, да? Не глубоко приставочный, гордо суффиксальный, досуха приставочно-суффиксальный, не виде приставочный, свежо суффиксальный. Правильно? Да. Вторая вот их задание, да? Аккуратно от прилагательного, дорого от прилагательного, одеваться по-летнему от глагола, вдали от существительного, капельку от существительного, искренне от прилагательного. Правильно? Ну и определительное обстоятельство. Никогда сгоряча сегодня втроем это определительное, очень красиво пешком, как это обстоятельство. Правильно? Хорошо, молодцы. Теперь давайте поработаем у доски. Так, к доске у нас выходит, нужно будет определить, подобрать антонимичные наречия. К доске, пожалуйста, и Камила, да, ребята? Ага. Так, вы можете взять. Антоним записаться. И третье, ты мелом давай напишешь, я тебе продиктую, я мелом. Положа руку на сердце, положа руку на сердце. Положа руку на сердце. На сердце. Как можно было больше шагов? Откровенно пишем, откровенно. Следующее. Рукой подать. Рукой. Да, близко, правильно. Рукой подать. Рукой подать. Черным по белому. Черным по белому. Черным по белому. Достаточно. Все достаточно, девочки. Время вышло уже. Белому. Ясно, конечно. Так, все? Давайте проверим, да? Давайте мы сперва проверим.
Так, нужно было подобрать антонимы, ребята. Вперед, читай сама. Назад. Назад. Вдали. Близко. Старь. Новое, да? Но, новое. Часто, редко, поздно, рано. Правильно? Правильно. Так, Камила. Глубоко. Мелко. Узко. Широко. Рассеянно. Уверенно. Тяжело. Легко. Медленно. Быстро. Еще рассеянно. Внимательно. Все, садитесь. Ну и нам нужно было фразеологизмы, да? Фразеологизмом подобрать наречие норм. Положа руку на сердце. Откровенно. Согласны? Да. Можно его продемонстрировать? Вот это продемонстрируй нам, пожалуйста, положи руку. Вот так. Откровенно говорить, да? Значит, хорошо. Рукой. Рукой. Близко. Близко можно его изобразить как-то? Ну-ка попробуй изобразить. Рукой подать прям, да? Рукой до чего-то подать. Хорошо. Черным по белому. Ясно. Ясно. Согласны? Да. Ну и садись. Спасибо. Ну и еще несколько давайте. На вид золота. Дорого. Правильно. Иголки негде упасть. Интересно. Молодцы. Как в сказке. Интересно. Хорошо. Молодцы. Как бедный родственник. Как можно по-другому сказать? Неуверенно, да? Он стоит как бедный родственник, мы говорим, да? Неуверенно. Так, ни холодно, ни жарко. А ему ни холодно, ни жарко, мы говорим. Без разницы. Он стал ни свет, ни заря, мы говорим. Рано, молодцы. Хорошо. А теперь ваше внимание я бы хотела обратить на текст, ребята. И поговорить вначале немножко о вашей профессии. Ребята, вы любите свою профессию? Да. На какую вы учитесь? Кем вы хотите стать? Поварами, менеджерами, да, или вы технологами, да? Хорошо. Почему вы выбрали эту профессию? Вот я выбрала эту профессию, потому что я очень люблю детей. Вот я хочу работать с детьми, я люблю детей и хочу их чему-то научить, да? А вот вы почему выбрали эту профессию? Потому что мне нравится готовить. А легко готовить? А что для этого? Надо учиться. Учиться. Молодцы. Вначале нужно освоить эту И профессию. чтобы хорошо получалось, это... И говорят, нужно положить что? Душу, сердце, говорят, да? И вот сейчас я вам прочитаю, да, следующий слайд. Вы посмотрите, повар это настоящий волшебник, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому шедевр. Представляете, шедевр? Согласны с этим? Да. Согласны. Я сейчас буду читать вам текст на вашу, да, по вашей профессии, о вашей профессии. Вы записываете отсюда что? Наречие. Все, ребята, внимательно. Профессия повара является одной из самых популярных и востребованных в мире. Приготовить что-то быстро и вкусно может каждый. Но повара стремятся донести до людей определенное ощущение настроения, подобрав наиболее удачное сочетание вкуса и аромата, а также красиво оформить блюдо. Если это еще и профессионал высокого класса, который изобретает новые блюда, улучшает существующие рецепты, то он подойдет к этому делу креативно и оригинально. Когда повар внимательно, собранно и умело относится к любимому делу, он ясно понимает, что эта профессия налагает на него определенные обязательства, поскольку нужно не просто вкусно и сытно накормить человека, а проследить за качеством продукта, не допустить приготовления блюд, которому можно нанести вред здоровью. Главная особенность профессии повара – это непременно наличие очень развитого вкусового и восприятия и тонкого обоняния. А хороший эстетический вкус просто необходим для того, чтобы изящно украсить или оригинально презентовать блюда. Потому, наверное, повара часто называют настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому шедевр.
читаем. Какие слова мы здесь встречали? Какие наречия вы все выписали? Первую группу послушаем. Читать можете сидя. Популярно, быстро, вкусно, умело, красиво, креативно, оригинально, уверенно, смело, вкусно, сытно, изящно и оригинально. Хорошо, молодец. Дальше. Ваша подгруппа, ребята. Быстро, вкусно, креативно, оригинально, Оригинально. сытно, популярно, уверенно. Молодец. Следующая подгруппа. Любовь из вас. Быстро, красиво, креативно, оригинально, изящно, сытно. И еще? Ясно. Молодцы, ребята. А теперь из этих слов я хотела особенно обратить ваше внимание, ребята, на вот эти 4 слова, ребята. И хотела бы вы, насколько знаете, переводы на трех языках, да? Ну-ка, кто прочитает? Прочитает. Быстро, вкусно, креативно, сытно. На казахском. Быстро, вкусно, креативно, сытно. На английском вы правы? Ждите в этом, все не писать. Так, ну и на английском, пожалуйста. Я могу креативно, креативно, Так. сытно. Вкусно. Тести, Так, правильно. быстро, это Есть варианты? тест, Давайте теперь прочитаем. быстро, quickly, вкусно, тести, креативно, креативно, действительно, nationally. National, да? Молодцы, ребята. Вы с этим заданием справились, да? Так. Теперь, ребята, я хотела бы сегодня провести небольшой тест. Минутка называется, ребята. Он необычный. Вы, возможно, с этим уже сталкивались. Поэтому ваше внимание, пожалуйста, сюда. Почему он называется минутка? Можно и быстро решить. Обычно мы тесты как решаем? Нам задаются вопросы, а мы что делаем? Находим правильный ответ. В данном случае этот тест такой, что мы его здесь, наоборот, ответы даны. А вам нужно что сделать? Вопросы. И опять же, эта тема наречия. Чтобы у нас результат каким был? Хороший. Вау, даже. Все. Время прошло. Всем видно, ребята? Пожалуйста, вопросы запишите себе. Ответ как, когда, где, куда, откуда вопрос. Нет, вы можете записать. Пока время есть, записывайте.
все вопросы составили? Конечно. Так, первая, вторая группа готова уже? Работаем. Ну что, проверим? Нет? Давайте проверим. Давайте проверим. Значит, первый тест, ответ как, когда, где, куда, откуда. Слушай. На какие вопросы отвечает наречие? Согласны? Да. Согласны. Второй вопрос, пожалуйста, ваша группа. Ваша группа. Первая. Что такое наречие? Ответ я прочитаю. Обозначает признак действия, признак другого признака или признак предмета. Это называется наречие. Так, еще варианты. Что такое Наречие. Что такое наречие? Что обозначает наречие? Ребята, правильно? Нужно расставлять. Что обозначает наречие? Согласны? Да. Я согласна. Все. Третий ответ. Садись. Определительный и обстоятельственный. Пожалуйста. Вопрос. Наречие делится на сколько типов? Да, на какие типы делятся и ответ они делятся на определительный и обстоятельственный. Молодцы. Следующий, пожалуйста, ответ. Приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный. Да, давайте разберем речи. Как образуется наречие? Можно так, еще. Образование наречия. Правильно назови способы образования. Способ правильно, вот вы изучали, да? Я отвечаю вам приставить, приставочный, суффиксальный, приставочный, суффиксальный. Ну и последний тест, ребята, обстоятельства. В предложении наречие чаще прекрасно является чем? Обстоятельством. Да? Предложение каким членом является обстоятельство, ребята, да? Каким членом оно является? И мы говорим, оно чаще всего является обстоятельством. Молодцы, подчеркивается. Точка. Функция точка. Тир. Ребята, хорошо. Я думаю, что вы все справились, да? По теме все понятно, да? Понятно, ребята. Теперь я бы хотела, сколько могла, написала все наречия, которые мы сегодня употребляли, ребята. И я бы еще хотела, чтобы вы добавили мне эти наречия, ребята. И составили предложение, пожалуйста, любое предложение. Любое предложение на тему наречия. На тему наречия. Любое предложение. Вы тоже думаете. Любое предложение. Любое. Все, время вышло, ребята, слушаем. Время вышло. Любое предложение. Вот. Мы сегодня поработали. Отлично. Дальше. Как можно сегодня одеться по весеннему? Да. Как можно сегодня одеться, да? Дальше. Ваше предложение. Да, открытый урок был интересен, да, какой он был. Ваше Сегодняшний открытый урок был очень креативным.
Креативно, да, креативно прошел. Ребята, а теперь я хочу, чтобы мы с вами построили радугу мнения, да? Вот на этих стикерах вы напишите свое, вот мы, давайте вы оцените работу второй группы, да? Вторая группа третья, а третья оценит первую группу, да? Значит, давайте я вам зеленые дам, вам красные и желтые, ребята. Так, я сама начну, наверное, да? Первые лучики этой радуги я, наверное, начну. Так, первая подгруппа была очень дружна, мне понравилось, что вы дружно поработали. Вторая подгруппа была креативна. Вот такое, значит, я вам наречие, да? И третье красиво. Было красиво, вы очень постарались, ребята, красиво нарисовали свой проект. Все, пожалуйста. Так, можете воспользоваться вот этими словами, да? Мы уже сегодня обогатились наречиями, да, ребята, все. Поэтому выходим, можете это вешать. У нас должна получиться должна радуга такая, да? Все, следующий. Следующий, пожалуйста. Следующий. Слушай, пишешь. Оригинально. Сейчас Камила нам прочитает, да, ее? Вот какая радуга у нас. Так, вот такая радуга у нас зашла на нашем небе, да? Вот такая радуга. Хорошо. Молодцы. Вот такая радуга. То есть мы здесь пишем что? Ясно, уверенно, дружно, красиво, креативно, интересно. Что мы еще тут пишем? Внимательны были вы, да? Дружные, красивые, были уверенными, да? Интересными. За то, что вы друг друга вот так оценили, давайте мы друг другу похлопаем. Да, молодцы. Теперь я хотела закончить вот такими вопросами. Что лично для вас значит этот проект? Каждая группа работала по проекту, да? Что оно дало вам? Какие полезные навыки вы приобрели в результате работы над проектом? Узнаю, что такое наречие. Как изменились ваши знания о наречии? Вот как? Что лично? Что-то вот дало? Потому что вот эта работа ваша совместная. Вы искали, писали, думали, рисовали, строили, да? Как вы все это изобразить? Ребята, что вам дало? Что такое наречие богатство? Вы знали? Что мы очень богаты, У него есть своя история. Вас заинтересовало вообще происхождение вот этих частей речи? Не только наречия. Хотелось бы еще, наверное, и о глаголе узнать, да, о существительном узнать, да?
О местоимении узнать, Тема да? очень интересная. А какие навыки приобрели вы? Навык быстро думать. Быстро думать. Хорошо. Ваша, пожалуйста. Что вот дало работа? Знание. Знание, это не про дало, да? Правильно, еще? Еще Вот. лучше знать. Так, вы как думаете? Что-то дало вот это? Вот это поиск? Мы узнали о способе образования речи. Лицо просто Хотели бы продолжить так же? В следующей части речи можно было бы также изучить в виде проектов, да, чтобы каждый из вас превращался хоть на какое-то время в исследователя, да? Так, хорошо. Ну что, я хочу вас поблагодарить за этот урок, ребята, все. Значит, каждый из вас старался показать себя. Хвалю вас, горжусь с вами, ребята. И очень надеюсь, что каждый из вас будет мастером своего дела, да, ребята? Потому что ваш труд, ваша будущая профессия требует вот всех вот этих качеств, которые вы сами сегодня, о которых вы сегодня говорили и сами писали, ребята, да? Это и креативность, это и внимательность, это и, конечно же, знания, ребята, вы должны очень много знать. Все, спасибо за урок. Урок окончен.